дома культуры, клубы на селе, вслед за школой, храмом Божиим, мечетью или церковью традиционно выполняли духовно-просветительские функции. Благодаря коллективам художественной самодеятельности, кружкам по интересам, а также сельским библиотекам, которые по своему оснащению художественной литературой, газетной периодикой не уступали городским. И казалось, что этот привычный уклад, деревенские традиции культурного развития были незыблемы. Но наше общество еще в недавнем прошлом было свидетелем того, как ввиду малокомплектности или нерентабельности вслед за школой и другими социальными объектами на селе оптимизировались и очаги культуры. 78 обновленных сельских и районных домов культуры. Такова статистика реализации за 4 года партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». По программе «Местный дом культуры» в 2020 году обновлены 15 сельских клубов республики, на которые было потрачено более 56 миллионов. Это и капитальный ремонт, и приобретение музыкального, звукового, светового оборудования, сценических костюмов, театральных кресел, а также автомобилей для гастрольных поездок. Сегодня, представляя хронику презентации обновленных сельских клубов, мы вновь окунемся в эту удивительную атмосферу добрых праздников, чествования народных талантов и возвращения к родным истокам. 27 августа в Стерлибашевском районе в деревне Елембет прошел большой праздник. После реконструкции открылся сельский дом культуры. Здесь оборудовали хореографические и тренажерные залы. Появились детская комната, компьютерный класс, а также современное техническое оснащение, в том числе звук, свет. Новые театральные кресла придали особую завершенность и уют актовому залу, где впервые за долгое время появились соскучившиеся по большим представлениям и концертам зрители. Ауылдарда біздің бик талантлы, бик һәләтле кешеләр яшәй. Шуның өчен безгә клубтар кирәк. Клубтарда безнең әлбиттә тормыш кайнай. Дип әйтәбез без Мәскәүгә, шуңа безгә акча кирәк дип ел әйтеп барабыз. Безнең координатор депутат Государственной Думы Ольга Михайловна Казакова кызганып тора, эшләр ничек урыннарда бара. Шуның өчен әйткән килә, Стәрлебаш районында без әле шунда лидерлар арасында гына сыгабыз. Шуңа Стәрлебаш районы артабан проектта катнашан теләген белдерһә, әлбиттә без аны хуплайсакбыз, чөнки күреп торабыз, шундай өлгеле матур итеп эшләнгән эште. Праздничную сцену украсили своим выступлением фольклорные коллективы «Кундереккей», ансамбль «Ахиреттер» под управлением кураиста, композитора Хурматулы Зубаирова, а также лауреат республиканских конкурсов Фируза Исанчурина. Работаю в школе учительницей, свободное от работы время. Занимаемся в сельском доме культуры. Пою, посещаю кружок танца здесь. Ахиреттер. Ни одно районное мероприятие не проходило без нашего участия. Думаю, что сейчас мы будем работать еще усерднее. Все артисты, включая детские коллективы, в обновках. Счастливы и юные исполнители. Яйгор Нурдары «Цвета радуги». Это детский образцовый фольклорно-эстрадный коллектив под управлением Анисы Зубаировой. Рустем Камилевич, несколько слов о закулисье, так сказать, этого праздника. Вот вы глава, вы не артист и не режиссер, но как вы встроились в эту работу? Мы, во-первых, очень рады, что стали участниками такого-то уникального проекта партии «Единая Россия», «Культура малой Родины». Спасибо координатору данного проекта Айтбулу Эльвире Ринатовне. Конечно же, чувствуя на себе большой груз ответственности, мы старались в этом проекте
проекте воплотить все свои возможности. И особенно коллективы, которые работают в данном сельском поселении, в данном сельском доме культуры, они воодушевленно вели днем и ночью подготовку к презентации сегодняшнего мероприятия. Рустем Камильевич, во что обошлась эта радость? Новая крыша, плюс еще коммуникации. По проекту «Культура малой Родины» нам через Министерство культуры Республики Башкортостан было выделено 2 миллиона 900 тысяч рублей. На эти средства мы полностью старались обеспечить оборудование, мебелировать все наши комнаты и кабинеты. Вы правильно заметили, и краеведческий музей, и хореографический зал, и гримерки, и комната отдыха. Каждый уголок у нас не остался без внимания, и мы максимально пытались создать комфортные условия для всех наших артистов, которые здесь работают, и для всех посетителей, которые будут приходить сюда на различные мероприятия. Но мы взяли на себя такую ответственность, что должны заниматься подготовкой не только внутри сельского дома культуры. Мы просто обязаны привести и прилегающую территорию в порядок. Поэтому с районного бюджета мы вложили средства, заасфальтировали дорожки, тротуары, обновили все наши заборы по периметру для того, чтобы вся та красота, которая есть у нас внутри сельского дома культуры, отражала, значит, и красоту, и благоустройство территории. Ну и нас подхватили наши местные жители, которые тоже наряду с такими подготовительными работами начали приводить в порядок свои частные подворья, и у нас деревня просто-напросто расцвела. Был авиалог те батала. Тегене хеттеге машинаһы. Бада был Газифа пай беден. Иң оста кулла кешебе. Внучка хемне икөләшеп алар мадур итеп эшләйдәр. Шуңа беден инәйләргә өйрәтәләр. Улучшение материально-технической базы в Елембетовском сельском клубе произошло благодаря партийному проекту «Культура малой Родины». Всего финансирование, включая местные и федеральные бюджеты, составило около 3 миллионов рублей. Проект реализуется 4-й год, и мы за это время видели немало объектов. И хочу сказать, что здесь подошли очень рачительно, то есть вложили каждую копейку, отторговались, сэкономили, на сэкономленные средства еще дополнительно закупили. И мы здесь видим, что кроме концертного зала, который сейчас прекрасно оснащен, кроме костюмов, которые сшиты вот только-только свежие, да, кроме тех инструментов, микрофонов, которые появились, у нас здесь еще инфраструктура самого клуба очень сильно обновилась. Появился и спортивный зал, хотя он маленький, но позволяет вот заниматься людям по интересам. Здесь у нас появились и игровые комнаты для детей, детские комнаты. И очень хорошо, что появился свой маленький швейный цех. То есть настолько творчески, рачительно подошли, что смогли обеспечить запрос на разные форматы досуга, скажем, да, и поэтому мы видим, что здесь жизнь кипит уже сейчас, и для небольшой деревни, население здесь 300 человек, конечно, такой объект – это действительно душа, сердце деревни, села, и поэтому будем надеяться, что здесь всегда будет вот так вот весело, шумно, как сегодня мы увидели, что действительно очень много талантливой, самое главное, и молодежи, и детей, потому что коллективы взрослые мы видим во всех районах, а вот чтобы дети ходили, интересовались своей культурой, духовным наследием, это вот дорого стоит. Поэтому мы видим, что реализация проекта на местах получает такой самый позитивный отклик. Мы увидели зрителей, да, как они кричали «Браво!», «Молодцы!», потому что действительно есть на что посмотреть. И мы всегда, когда реализуем проекты, говорим о том, что человек в нашей стране, где бы он ни жил, в городе, в маленькой деревне, да, должен получать комфорт, услуги в равном объеме. И вот как раз это тот пример, когда человек, живущий на селе, может полноценно посмотреть здесь с хорошим звуком, хорошего качества концерта, да, увидеть своих родных, которые выступают на этой сцене, реализовать свои таланты. Мәдәният усагы авылдың йөрәге һәм авылдың коты һәм дәүләтебез фиркабез тарафынан һалынган сыгымнарның бик матур итеп тормышка ашырылуы ул мәртәбәле күренеш. Был сәхнәләрдә халык иҗады ыңгыларында онытылмай хакланып киләһе булуга иткән. Это всего лишь одно из направлений в культурном, таком социальном развитии Стерлибашевского района, вашей родины. И особо приятно было сегодня увидеть женщин, самых достойных женщин, Олы Инейверде, которые на сцене не просто устроили нам праздник, но они были вознаграждены, удостоены за свои заслуги. Так как это моя малая родина, во-первых.
Во-вторых, я сегодня наградила женщин-матерей нации, женщин активных общественниц, которые работают руководителями фольклорных кружков, которые хранят наше народное наследие, которые работают с народом во благо нашей республики, во благо нашей большой Родины. Мы всегда контролируем ход реализации партийных проектов, поэтому сегодня то, что мы увидели, это было на достойном образцовом уровне в Стерлибашевском районе. И как региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» мы подтверждаем, что все финансовые вложения были реализованы в целевом направлении и достойно. Народ трудолюбивый, очень талантливый. Отрадно, что и местное население активно принимает участие, проявляет активную гражданскую позицию именно в этой области. А здание культуры – это сердце деревни. Это для села значит очень многое. Для духовно-нравственного, для патриотического воспитания подрастающего поколения, для сохранения культурного наследия, для сохранения народных традиций и обычаев. Я на свете недавно живу, и истории знаю по книжкам, но зато про большую войну я живые рассказы слышу. Есть на свете один человек, он всегда говорит мне правду, и в душе остается след. Остается со мной мой прадед, прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, он жизнью рисковал, чтоб опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. Марафон презентации обновленных сельских клубов республики продолжился в Аскинском районе. 9 сентября в селе Урмязы торжественно открыли очаг культуры. На обновленной сцене для жителей села выступили Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан, а также артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. В сельский клуб приобретено современное световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы и занавес. Кроме этого, по программе поддержки местных инициатив здесь провели капитальный ремонт, поменяли электрооборудование, освещение, отопление, укрепили само здание. Трудно представить, но еще в недавнем прошлом любимый клуб урмязовцев находился в весьма плачевном состоянии. Вообще ужасно было. Из стен капала вода, потолок протекал. Ой, здесь вообще страшно было. Находиться даже страшно было. Отопление было электрическое, осталось тоже электрическое. Просто поставили новый котел. Сейчас тепло, греет. Мы конкретно приобрели музыкальную аппаратуру, музыкальные инструменты, костюмы. Что еще? Детский уголок вот здесь вот нам сделали. Особенно дети не хотят отсюда уходить. Ждем, что будет побольше населения приходить сюда. Будем их приглашать, заниматься с ними. Будем детей приглашать. С района приедут специалисты, чтобы с ними заниматься, там вокальными танцами будут заниматься. А теперь о деньгах. Аскинский район в 2020 году, благодаря проекту «Культура малой Родины», предусматривающего обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах до 50 тысяч человек, получил 4 миллиона 385 тысяч 415 рублей. Сентября праздник пришел на Иглинскую землю.
Обновление очага культуры в райцентре, не только новые сценические костюмы для вокальных и танцевальных коллективов, переносные хореографические станки, музыкальное оборудование производства Италии, но и приобретение электронного пианино «Ямаха». И все эти блага за счет реализации партийного проекта «Культура малой Родины». Всего финансирование проекта, включая федеральные и местные бюджеты, обошлось в 4,5 миллиона рублей. Ленинский район второй раз участвует в проекте «Культура малой Родины». Не каждый район может этим похвастаться. Огромное спасибо за то, что этот проект существует. Это огромная радость для всех, кто попал в этот проект. Благодаря этому партийному проекту «Культура малой Родины» с 2017 по 2020 год освоили 140 миллионов 495 тысяч рублей. Это фантастическая цифра, о которой раньше и мечтать не могли. Это, безусловно, федеральные средства в первую очередь. Сюда же в эту же цифру входят республиканские средства, ну и, конечно, небольшая доля муниципального участие тоже имеет место быть. Самое-то главное – это то, что люди увидели, что вот оно в действии, вот эта программа. Люди могут прийти, это все увидеть своими руками, потрогать. Они могут поучаствовать в этой программе. Более того, когда изначально все это затевалось, вообще весь этот проект «Культура малой Родины», изначально предполагалось, что обязателен сход граждан того, другого, третьего поселения, разговор с людьми, что они хотят в этот клуб, что им необходимо. И надо заметить, что это работает, это обязательно учитывается. Марафон презентации обновленных сельских клубов в Башкортостане в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» продолжился в Салаватском районе. В канун Дня Республики в Турналинском сельском доме культуры состоялся долгожданный концерт «Навеки вместе». Долгожданной, потому что за время пандемии люди соскучились по музыкальным праздникам, любимым коллективам, которые выступали теперь уже почти в столичных условиях, с применением современного мультимедийного, светового, звукового оборудования, не говоря уже о новых сценических костюмах, в которые облачились народные артисты из фольклорных коллективов «Торнакай», «Селяночка». Блистали своими обновками вокалисты «Журавушки», танцевальный ансамбль «Жемчужины Ая», «Карамельки». Образцовая театральная студия «Страна чудес» и салаватские соловьи Виталий Кузнецов, Энже Душанова. Башкортостан, мой край родной, горжусь и радуюсь тобой. Твои долины, реки и поля, все это ты, любимая земля. Помимо культурного досуга местных жителей теперь привлекает и спортивный интерес. В клубе оборудовали гимнастический зал и игровую детскую комнату. У турналинских артистов тоже свой интерес. Впереди гастрольные поездки благодаря новенькой «Газели». Все радости работников культуры Салаватского района обошлись, включая федеральные и местные бюджеты, более 4 миллионов рублей. Август-сентябрь 2020 года для деятелей культуры Белокатайского РДК, хозяев двух знаменитых фестивалей – это межрегиональный праздник русской песни и частушки, а также фольклорный праздник «Башкиры берегов Уфы» – был весьма активным. Презентацию нового оборудования и демонстрацию сценических костюмов проводили на всех подмостках больших и малых сел района. Это 261 культурно-массовое мероприятие, в том числе народные праздники и концерты.
Да, непростая эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в деятельность работников РДК, но они нашли новые актуальные направления. Всего за 2020 год было организовано 224 онлайн-мероприятия, которые посмотрели более 800 тысяч человек. Канал Smart TV на базе РДК проводил съемку и трансляцию выступлений благодаря современной видеоаппаратуре, которую с удовольствием осваивают теперь сотрудники и даже артисты. В рамках проекта «Культура малой Родины» белокатайцы получили 2 миллиона 849 тысяч рублей, на которые приобрели также оборудование для организации концертов на внестационарных площадках, 16-местный автобус «Газель Next», музыкальное и световое оборудование и генератор. Большую работу провели по информационной поддержке проекта и презентаций, посвященных 90-летию района. Проходили они во всех селах, даже в парках и дворовых территориях с участием любимых в народе творческих коллективов Белокатайской земли. Дорогие гости, встречаем пышным круглым караваем. Каравай мы к вам подносим, поклонясь, отведать просим. Празднествами, приуроченными Дню матери, проходила 27 ноября 2020 года презентация обновленного клуба в селе Батырово Федоровского района. Это 78-й по счету обновленный клуб по программе «Культура малой Родины», получивший субсидию на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы в размере 4,5 миллионов рублей. Помимо светотехнического, звукового, видеопроекционного оборудования, мебели, спортивных тренажеров, а также музыкальных инструментов, компьютеров, появилась видеокамера. Теперь местные деятели культуры изучают операторскую работу, снимают свои концерты. Также в Батыровском сельском доме культуры по программе местных инициатив проведен капитальный ремонт. Заменили окна, двери, электропроводку. В дополнение ко всем работам на средства местного бюджета было подключено газовое отопление. Разделить радость с жителями Федоровской земли приехали министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова и депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Рахмат айтаха билайында республика етәкчелегенә, район етәкчелегенә, бердәм Россия партиясына күпчелектән зур рәхмәт. Эшләргә ясанулар бирсә итәрлектән. Кешеләр килһендә, балалар килһендә, сакларны. В свое время, когда был Советский Союз, то существовала программа единого культурного пространства страны. Обязательно в каждый населенный пункт приезжали артисты, профессиональные коллективы. Это было просто обязательное условие, потому что каждый житель страны должен был иметь доступ к профессиональному искусству и к этим культурным ценностям. Потом на многие годы эта цепочка была разорвана. И вот сейчас мы постепенно, в том числе благодаря и этому проекту,
проекту восстанавливаем единое культурное пространство, потому что большинство этих сельских домов культуры уже способны принимать на своей сцене ведущие театральные, танцевальные, музыкальные коллективы, и такие прецеденты уже были, потому что уже выступил в сельском доме культуры в Чекмагушевском районе, в Стрельбашевском районе государственный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, наш прославленный коллектив. Национальный оркестр народных инструментов дал огромный сольный концерт. Вы представляете, там туда съехалось все село. Это, представляете, какое это событие? А дети, которые растут в этой деревне, это же для них какое будет событие? Это очень важно, когда ребенок впервые сталкивается с профессиональным коллективом. И я думаю, что вот благодаря этой программе вот это вот у многих детей случилось с 2017 по 2020 год благодаря этой программе. Напомним, что программа «Местный дом культуры» партийного проекта «Культура малой Родины», кроме капитального ремонта, приобретения сценических нарядов, театральных кресел, автомобилей и многих благ, также предусматривала и приобретение звукового, светового и видеопроекционного оборудования. Это видеокамеры, которыми теперь оснащены большинство сельских клубов. И местные деятели культуры и сотрудники клубов весьма успешно осваивают новое дело, операторское дело, монтаж. Все они смогли снабдить нас хорошим видеоматериалом, с хорошим телевизионным качеством, за что вам огромная признательность. Реализуя программу «Местный дом культуры», организаторы федерального проекта «Культура малой Родины» стремятся, чтобы сельские клубы, как и прежде, оставались центром притяжения семей, семейного досуга, семейного отдыха. И с каждым днем крепнет вера наша, что хранители сельских очагов культуры не дадут погаснуть светочу талантов нашей великой малой Родины.